Так стартовало открытое первенство по велосипедному спорту, а вместе с ним и самое масштабное республиканское культурное событие – Ибица-2013. Участников велогонки подстегивает не только спортивный азарт, но и призы от главы республики – велосипеды. Неподалеку дежурит машина скорой помощи. Это на всякий случай. Трасса прекрасно организована, очень скоростная. Единственное, перед финишем подъема он, конечно, вырубал многих участников. По мнению опытных велогонщиков, крутой подъем здесь вовсе ни при чем. Впрочем, как пол и возраст участников. На пути к победе это мелочи, тогда как систематические тренировки решают все. К этому надо идти готовиться, надо просто кататься, готовить мышцы к этой работе. Если мы не будем долго кушать ложкой, будем, я не знаю, пить, у нас не будет сил ложку удержать, надо ее учиться. Также здесь надо учиться кататься на велосипеде. Непростая трасса и непредсказуемая погода добавляют остроты состязаниям. Вот за полчаса, который длился наш велокросс, погода изменилась от солнечной до моросящего дождя. Все это за очень короткий отрезок времени. Это добавило гонке определенного азарта. Мокрая Ибица ничуть не испугала и не менее мокрых гостей этнопарка, которые, несмотря на дождливую погоду, в числе первых добрались до Иба. Затянувшее тучами небо не отразилось на их настроении. Я в дождевике, мне тоже не мешает. А то, что мокрое, нет, у нас есть защитная пленка. А вот красавица в костюме из болотной тины непогода, похоже, по душе. Знакомьтесь, это Кикимора Вятская, особая гостья из Вятского заповедника сказок. Я дождь люблю, но из-за дождя появляются сопли. А сопли... Ладно, у меня, у Кикиморы. Главное, чтобы у остальных не было соплей, чтобы все были здоровы. Ой, супер движение! Открывается утро, ты цветешь, как незабудка. В славянской мифологии Кикимора – отрицательный персонаж. Однако зеленая обитательница Вятских болот утверждает, она существо исключительной доброты, просто немного любит повредничать. Из родных краев болотная красавица прибыла в компании верной свиты – Водяного, Белочки, Жар-птицы и Бабы-Яги. На главной поляне этой сказочной тусовки удалось развеселить не только самых маленьких. В пляс спустились даже взрослые и на вид серьезные люди. Все сказки мира здесь со спортом в ногу идем. Тем временем в здании Конгресс-холла киберспортсмены устроили интеллектуальные баталии. Здесь все по-настоящему, как и в большом спорте. Участники настолько погружаются в игру, что виртуальная реальность становится практически осязаемой. И человеческий мозг, и механический разум компьютеров буквально вскипают от напряжения. К счастью, во время эмоциональных матчей до битья клавиатуры не дошло. Нет принципиальной разницы между той же футбольной какой-нибудь лигой и турнирами по World of Tanks, допустим. Кстати, состязания по компьютерному многоборью стали возможными благодаря техническому партнеру фестиваля – Ростелекому. Компания продемонстрировала серьезные сетевые ресурсы. Мы организовываем онлайн-трансляцию, видеотрансляцию. Мы обеспечиваем, техническую поддержку и передачу данных в рамках компьютерной игры World of Tanks. И плюс еще ко всему мы организовали для журналистов Wi-Fi зону. На этой площадке развернулось велошоу. Господство над земным притяжением и нечеловеческая ловкость. Кажется, ребята из Санкт-Петербурга ничего не боятся. Чего не скажешь про добровольных участников экстремального выступления. К счастью, опасения публики за жизнь добровольцев оказались беспочвенными. Тем более довольно-таки рискованное решение стать живым барьером окупилось для них взрывом адреналина и фонтаном эмоций. Очень страшно вообще. То есть, на самом деле, я видел в Ухте, они выступали на День города с такой же программой, и я подумал, ничего страшного, в общем-то, не будет. То есть, я знаю, что все будет в порядке, лег и понял что все, вот с этого момента я боюсь. Отдать должное следует и ремесленной поляне, пожалуй, одной из самых привлекательных площадок мультифестиваля. Эти торговые ряды – гордость заезжих умельцев. На своих прилавках гости из других регионов разложили богатства, которыми славятся их родные края. Изделия ручной работы из природных материалов.
Материал с севера, он у нас есть. Олени, капы березовые, рога лосиные. Материал, который у нас доступен, с которым мы можем работать свободно. Ключевой момент фестиваля, отмечают его участники, тот факт, что здесь происходит культурный обмен. По их мнению, Ибица – уникальный шанс прикоснуться к этническому наследию географически разобщенных народов. Я совсем не жалею, что приехала сюда за тысячу, можно сказать, километров, потому что все-таки Ямал не близок отсюда, от этой территории. Но тем не менее, приезжая сюда каждый раз, я нахожу для себя что-то новенькое, интересное и совсем не жалею того расстояния, которое преодолела. Гости из других регионов порадовали и своими национальными песнями и плясками. Особенно внимание публики приковал представитель древней саамской культуры. Как сказать, саамы всегда занимались оленеводством. Очень тяжело вообще-то, когда занимаешься оленеводством, танцевать, как бы, там снег и все остальное. Петь, песни пели, как бы, постоянно. А потом уже попозже стали танцевать. Вот. А так, а что, все танцуют, мы танцевать стали. На фестиваль Семен Большунов приехал не один, а с многочисленной родней. Уж очень всем хотелось увидеть нашу республику, где, как и в Мурманской области, есть коми-ижма. Как оказалось, самы очень трепетно относятся к своей родословной. Семья Шаршиных и Яковлевых у меня в роду. Вот. Сейчас мы были семейный коллектив, танцевали. Это все наша семья, все наши родственники. У нас до 5-го колена как двоюродные, а двоюродные как родные. Так что поэтому это мои троюродная тетя, четвероюродные сестры, братья. Те, кто заглянул в коми-избу, не прогадали. В этом национальном уголке фестиваля всех желающих учат мастерить солнечного коня из лыка, который, согласно поверьям, приносит счастье и оберегает от невзгод. Родители и их дети серьезно увлеклись совместным творчеством. Ибица, по задумке организаторов, прежде всего семейный праздник. Раньше отцы, хорошо, что у нас папа сидит, здесь дочка делает. Отцы делали коней для своих детей. Стремясь к узорам красоте, свою с чужой переплетают. На главной сцене театр мод демонстрирует свои коллекции, в том числе и этнические. Говорить здесь что-то будет лишним, нужно просто смотреть. Варим, да, когда лень готовить, сырую едим. А здесь настоящий ажиотаж. На этой площадке развернулся фестиваль финно-угорской кухни. Оценить кулинарные шедевры море желающих. Впрочем, это не удивительно. Ну, наша кухня, это обычно у нас как бы из мучного, большинство у нас это мучное. Но как так мы хотели многое показать, но не смогли, потому что тут русской печки нету. И пришлось вот так выкрутиться как бы. Перепечи, щерчинянь! Перед печью! Всплыл табань! Итальян и брожит квас! Проходите, все для вас! Так гости из Удмуртии презентуют свои блюда. Любителям национальных изысков есть чем побаловать свои желудки. Кстати, делегация из этой республики самая многочисленная. В ее составе на фестиваль приехали знаменитые бурановские бабушки. И вот тот волнительный момент, когда исполнительницы готовятся к своему звездному выходу. Еще в прошлом году нас приглашали, у нас уже были договоренности, но сорвалась эта поездка к вам. Как мы можем вам отказать? Уж коми-то как мы можем отказать? Машина жолгете, дежишке беймитуй, уйвацин юктолеш,
Yuktalı gelecekler Çışış gorso pişte Korkası letil jua Ugnalı şvandunye Ношуме кальяшке малы «Печаль» Виктора Цоя. Согласитесь, песня в стиле рок на удмуртском языке, да еще и в исполнении бабушек, одетых в национальные наряды, довольно необычно. Ольга Туткарева объяснила, почему именно эта композиция близка их коллективу по-особенному. Ни одна из этих песен по настрою нашему не подходит как «Печаль», потому что наша сегодняшняя жизнь, она особенно бабушкам. Они говорят, что живут как в раю. Все есть. Полкилометра продуктов, все можно купить, такие возможности открыты для всех. Но почему-то печально на душе. Вот такие метаморфозы происходят с нами. Поприветствуем, друзья! Бурановские бабушки! Но главные сюрпризы от бабушек, конечно же, звучат на главной сцене. Вот, например, Imagine, хит группы Beatles, тоже на удмуртском. Тем счастливчикам, которые угадывают перепетые на удмуртский язык песни, достаются куклы, которых смастерили сами артистки. Почти дедушка ни разу не улыбнулся. Ну нельзя так уезжать с Сыктывкара, чтобы хоть один, чтобы он улыбался. Очень хмурный такой. О! Давайте поаплодируем. Среди прочего, в их исполнении звучат известные композиции группы ДДТ и Бориса Гребенщикова. Похоже, гости из села Буранова покорили всех окончательно. Исполнительницы поделились с публикой и своей заветной мечтой, которая с выходом на звездную пенсию становится явью. Это строительство храма в их родном селе. Он уже стоит под куполом, монтируется крыша. И теперь, с сегодняшнего дня, этот храм и ваш храм. У бабушек нет планов. По их словам, они идут туда, куда душа зовет. Их песни и мудрые наставления источают добрую философию. Гостям этнопарка удмуртский коллектив пожелал мечтать и ничего не бояться. Главное, чтобы мечты были светлыми. Смотрите во второй части. Завтра в то же время.